На этот раз мы побывали в районе Фирдавси. Проблема этого района, как и для всей столицы, является собранной кучкой или оставленной в пакетах мусор у подъездов, водостоков и обочин, и даже коровьих экскрементов на тротуарах. Проблема, которая появилась в Душанбе за годы независимости, это мойка ковров. Некоторые новоиспеченные жители столицы моют свои ковры и половики прямо во дворах, и мыльная вода, попадая в канавы, источает зловоние. Раз родители бросают, дети тоже смотрят. Тоже не скажут, раз они взрослые бросают, нам тоже можно. Вот с этой мелочи начинается. А ковры вообще нельзя стирать. И вода это грязная. Вот вдоль Душанбенки идет, и сколько мусора бросает. Это взрослые бросают. Не менее важная проблема этого района является плачевная экологическая ситуация в пойме Душанбенки, которая полностью завалена мусором. Другая проблема, которую власти не могут решить уже который год, это дымящиеся тандыры во дворах душанбенцев. По словам жителей, от них пытались избавиться, но этот процесс, к сожалению, прошел избирательно. Мусор убирают, ну не постоянно, конечно, вот, а реки еще грязные, а реки вот где вода течет, там воняют. По мнению душанбенцев, источником всех этих проблем являются новоиспеченные жители столицы и бескультурие молодежи. А решение может быть найдено в случае изменения отношения властей к столичным проблемам. В подъездах кучки мусора, на скамейках загрязненные семечки, машины по тротуарам. Вот этого нам не надо было делать. Жителям района который год досаждают парковщики и ездаки по тротуарам, по принципу «мне так надо». И это рядом со столичным горсудом. Может, в ПДД давно внесли изменения, и не все знают об этом? Жаль, что запахи невозможно передать через этот сюжет. Неосвещенная подземка у Верховного суда ничем не отличается от давно неочищаемого общественного туалета.